Следующий вопрос опять-таки от Шай. Чувствуешь ли ты ответственность перед своими поклонниками? Конечно. И какая она, твоя аудитория, по-твоему? Вот ты ответил коротко, конечно, вот хотелось бы более так Я насчет развернуто. ответственности, Да. я чувствую ответственность перед своими слушателями, причем это как бы было как бы вложено еще, я только-только как бы начинал первые шаги на сцену, и мои близкие, они всегда мне подсказывали, всегда говорили, что не стоит торопиться там куда-то, не стоит гореть желанием стать там звездой, там, или как это говорится, да, типа звездой. Не стоит стремиться на сцену, если ты, ну, мама всегда говорила, не старайся быстро взлететь, ты будешь так же быстро падать. Поэтому ко всему нужно постепенно продвигаться. И сцена, как бы, она обязывает на самом деле. Я всегда задаюсь себе вопросом, ну, что я делал на сцене, да? Что было вообще, как действие, как зритель. Я вот сижу, грубо говоря, со стороны в зале и смотрю на себя, что я сказал, грубо говоря, своим выступлением, да, как я выглядел вообще на сцене. Ну, в общем, в основном критика, честно говоря, в свой адрес. Кстати, как ты относишься к критике? В свой адрес? Да. Ну, наверное, я не знаю, я не могу. Я люблю критику в свой адрес, потому что интересно. Но уже как воспринимаю, это уже другое. Где-то обидно, наверное, где-то приятно. Ну, как у всех. Да, как и у тебя. Да. Следующий вопрос от Шева и Сама. Есть ли такие знаменитости, с которыми хотелось бы когда-нибудь спеть в дуэте? Если да, то кто именно и почему? Поешь ли ты под фонограмму? А сможешь ли прямо сейчас что-нибудь спеть? Ну, это, конечно, при желании. Не, я смогу спеть, не проблема. А насчет знаменитости. Насчет знаменитости? Да. В дуэте спеть. Да. Мне всегда хотелось спеть в дуэте с Алимом Газаевым, я спел с ним в дуэте. Поэтому, наверное... А из мировых знаменитостей я даже не знаю, с кем бы мне хотелось спеть. Не знаю, я не задавался этой мыслью. Сейчас не хочется гадать и кого-то там за уши притягивать. Понятно. За наш стол. А поешь ли ты под фонограмму? Иногда приходится. На телевидении. Ну, ты собой, понимаешь, да, на телевидении конечно. без фонограммы не обойтись. Да. Но редко, очень редко приходится спеть под фонограмму, потому что бывает аппаратура просто не позволяет спеть. То есть я знаю, что если я буду петь под эту аппаратуру, которая предоставлена на концерте там, или на мероприятии каком-то, просто не прозвучит абсолютно. И в первую очередь людям от этого никакого удовольствия не будет. Все правильно, да. Ну и по поводу, сможешь ли прямо сейчас спеть что-нибудь? А давай, что ты хочешь, чтобы я спел, например? Ну, я не знаю. Это вот просят тебя Шева и Сама. Ну, если хочешь, пропустим. Нет, я спою без проблем. Куплет. Canım çakırgen sügenim abardı, har künnen anı joklayma. Bir günü olmasa bir güne olur dep, umut üzmeyin saklayma. Я надеялся, что ты сейчас подхватишь. Нет, спасибо большое. Я думаю, что Шева и Сама не сомневаются в твоем таланте. Они в этом убедились в очередной раз. Следующий вопрос. Вопрос от нас, от нашей передачи. Звучит так. Футбол, музыка, компьютер, друзья. Расставь приоритеты. Друзья. Ну, музыка, потому что профессия, конечно, так, музыкальная. И все остальное, футбол, компьютеры там, и все остальное. Уже все в куче вместе. Следующий вопрос от Апсатана Арюказа. Хотелось бы узнать, что для тебя семья? Семья, в которой ты вырос. И какой ты видишь свою семью? В будущем. В будущем, конечно, да. Ну, семья, наверное, как и для каждого кавказца, это самое главное.
ну, главнее ничего просто не может быть, для меня, по крайней мере. И я даже, что бы я ни делал, честно говоря, мне никогда ни перед кем не бывает стыдно, но всегда, я думаю, как мама на это будет смотреть. Потому что самый большой критик у меня мама. Она всегда там может позвонить после выступления или после просмотра диска, сказать там, вот ты знаешь, хотя она не профессионал, она может сказать, вот мне кажется, и я раньше не прислушивался, но как бы со временем я посмотрю, хоть и не профессионал, она как-то, наверное, более тонко или более открыто, искренне хочет добра, и поэтому у нее как-то более точные получаются оценки. Поэтому мне приходится прислушиваться уже, время научило. Здорово. У меня то же самое, кстати. Семья, в которой ты вырос, так дальше. И какой ты видишь свою семью в будущем? Свою семью в будущем, наверное, традиционная мусульманская семья. Мне не нужно там каких-то звезд с неба хватать, ни дорогих лимузинов, ни всего остального, просто все. Ну, понятно. Следующий вопрос от Шева. В последнее время на форуме часто обсуждается тема межнациональных браков. А как ты относишься к этому вопросу? Кстати, я задавал этот вопрос, если ты смотрел Хануме. Она, кстати, очень жестко ответила на этот вопрос. Она была против межнациональных браков. Ну, у нее... Да. Не скажется на моем ответе в любом случае. Да, конечно, да. Я хотел как раз-таки услышать твое мнение по этому поводу. По поводу конкретно межнациональных браков, это я отделяю от отношения между, ну, от национализма и как бы от других вопросов, потому что это разные вопросы. Сам брак межнациональный, наверное, это... И к нему нельзя и хорошо относиться. И как говорил один умный человек, наш общий знакомый, в общем, всегда... Это и, кстати, исследования показывают ученых, что в нацию около 10% должно быть вливание других наций. Как кровь, да? Для генетики просто это необходимо, иначе нация вымрет просто. Поэтому я не могу сказать, что те люди, которые женились на других нациях, они в чем-то виноваты или сделали добро для своей нации. И то же самое и остальные. Я, наверное, на все промысел Божий, но я не отношусь как-то или отрицательно, или положительно. Честно говоря, каждый случай, он частный, и отдельно стоит, наверное, рассматривать как-то. Принес ли он, наверное, с такой позиции, принес ли он счастье. Они сами, наверное, лучше ответят, эти люди, которые связали себя узами брака. Я абсолютно не против, и не за, и не против. Это вообще... Аналогично. А теперь самый популярный вопрос, присланный для Тениза. Так и написано в скобках. Идеальная девушка для Тениза. Какова она? И в скобках. Стоит отметить, что особый интерес к этому вопросу проявляла бездушный кролик. Пожалуйста. Ну, я, во-первых, сам для себя ответил на этот вопрос совсем недавно. Для меня идеальная девушка, да, была? Но идеальных девушек я уже понял, что не существует. А так, идеальная для меня, как для продолжения, как бы, да, отношений вообще, как бы, и для женитьбы, для всего, это богобоязненное, в первую очередь. Не по отношению ко мне, да, и там, может быть, стоит в этом вопросе проявить какой-то эгоизм в свою сторону, да, сказать, что она верная там или что-то, но это все, как бы, следствие. Ну, как бы, а причиной должно быть ее, в первую очередь, богобоязненность, потом все остальное. Следующий вопрос от бездушного кролика. Что ты считаешь непорядочным, а что предательством? Легко ли ты прощаешь? Предательство, да. Наверное, это то, что воспринимается людьми предательством. Ну, как сказать, можно предать человека, и как бы при этом человек, в принципе, ему будет все равно, да, и он не воспримет это как предательство. Но можно предать человека, который тебе дорог, которому ты дорог, точнее, даже не осознавая, что ты его предал. Я не знаю, не могу, это же все такие термины размытые, предательство. Как я отношусь к предательству, конечно, плохо. А вот что такое предательство, наверное, у меня не существует отдельного какого-то мнения от всеобщепринятого предательства. Да, это что-то такое плохое, такое размытое. Одно можно принять за предательство, другое
не принять за предательство или полупредательством тоже не назовешь же, правильно? Поэтому, наверное, как-то так. А что ты считаешь непорядочным? Непорядочным? Мгм. Прям говорить? Нет, я не знаю. Непорядочность, ну как непорядочность? Все, что не имеет порядка. А легко ли ты прощаешь человека? Легко, но не всегда. Не во всех случаях, точнее. Есть вещи, которые можно простить и легко. Я, в принципе, прощаю легко всегда. Но есть, наверное, вещи какие-то, которые просто, ну, нельзя даже прощать. Нет, нельзя, это тоже поспешил с ответом. А были ли случаи, когда Не можешь ты простить. мог сказать себе, вот этот случай я никогда в жизни не прощу? Но Нет таких случаев. проходило время и все-таки прощала человека. Ну, наверное, таких случаев я не вспомню просто, чтобы я держал зло на кого-то, тем более долго, и там и говорил после того, что никогда не прощу. Может, просто так со мной не поступали, посчастливилось, может, так по жизни. Но я не держал ни на кого зла, и там никогда не говорил таких слов, что я никогда не прощу никого. Наоборот, я считаю, что бы тебе человек ни сделал, это вообще, в принципе, цель движения человека вперед. Это как последняя точка вообще, ну, нахождения вообще человека на земле. Если он всепрощающий, я считаю, что это просто человек, которому стоит подражать, наверное, такой, как наш пророк. Вопрос от передачи. На что ты пойдешь ради близкого человека? Тут такой пример. Вот на убийство пойдешь ради близкого человека? Я хотел наверное, поспешить и сказать, на все пойду, да. Ну, наверное, пойду по определенных условиях на убийство тоже. Само собой. Я не хочу загадывать, тем более я не надеюсь, что это не как намерение получится, что я же не намереваюсь никого убить, но если вдруг что-то, мало ли что может случиться в жизни.